Парламентарии всего региона сегодня встретились во Владикавказе. В столице Северной Осетии прошел Совет Северокавказской парламентской ассоциации. В преддверии заседания чиновники встретились с главой республики Таймуразом Мамсуровым. Он особо подчеркнул, в сложившихся условиях, когда страна подвергается бесконечным санкциям со стороны Европы, республикам Северного Кавказа как никогда нужно объединиться. Сейчас не время сводить политические счеты, отметил глава республики. Все вы будете смотреть, как бюджет формируется. Мы уже знаем федеральные цифры, они будут гораздо ниже, чем мы, в принципе, от них ждали. Но их тоже упрекать нельзя. Вы видите, если мы не будем оборону укреплять, если при падающей цене на нефть, если с газом нашим так будут поступать, то пока мы свое импортозамещение сделаем, чем мы занимаемся и правильно делаем, будет тяжелая ситуация. А Россия сплачивается, когда тяжело. Мы единственная страна, которая любую войну выиграет, но любой мир проиграет. В свою очередь парламентарии поблагодарили за сотрудничество и обратили внимание на хорошие условия для развития бизнеса в республике. В частности, на деньги дагестанского инвестора в Северной Осетии открыли матрасный цех. Вопрос взаимодействия в различных сферах обсудили и на совещании. Говорили о разных направлениях деятельности, в частности, о поддержке сельского хозяйства, кризисе региональных банков, которые закрываются один за другим, грядущих экономических проблемах и идеологических вопросах. Решение от конференции, оно, по крайней мере, будет таким очень серьезным толчком для того, чтобы на федеральном уровне вопросы эти были как минимум рассмотрены. И не просто рассмотрены, а может быть многие из них воплощены в жизнь. А в целом я считаю, что мы поработали продуктивно, повестка дня полностью была выполнена. 17 законодательных инициатив одобрила сегодня парламентская ассоциация Северного Кавказа. В частности, спикеры со всех регионов поддержали проект о производстве и использовании альтернативных видов моторного топлива. Проголосовали и за введение медико-психологического сопровождения в школах, а также за возвращение квот в вузах для детей, оставшихся без попечения и инвалидов. В ближайшее время эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную Думу. Яна Гайгиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.